Слайдов действительно всего два. И я хотел вот на первом слайде, это история как бы вопроса, который, надеюсь, помогает понять место данной конференции и, главные перспективы будущего, потому что, я думаю, сегодня мы должны не только пытаться подводить итоги, но и смотреть в будущее. Но второй слайд будет отвечать на вопрос, а действительно ли Россия является нетто-поглотителем СО2. Тем самым я, наверное, плавно буду переходить к тому, что будет говорить Андрей, но только он будет говорить, конечно, в гораздо больших деталях. Все началось еще в 1994 году с заключением конвенции. И там, надо сказать, буквально самые общие намерения были прописаны, причем практически только по выбросам. Потому что тогда казалось, что вот нам достаточно сейчас что-то такое предпринять, такое административно-техническое, и проблема будет решена. Китай тогда еще не выстрелил в своем развитии, не говоря уже об Индии. Был успешный опыт борьбы с кислотными дождями, был принят Монреальский протокол, который, в общем-то, вполне успешно позволил возвращать озоновую дыру примерно то состояние, которое оно было в 70-х годах. Этот процесс еще не закончен, но это другой вопрос. И, соответственно, на плечах этого, так сказать, настроения был заключен Киотский протокол. Тогда еще и научных данных было несоизмеримо меньше, чем сейчас. Это был такой, скорее, пробный шаг. А вот давайте мы попросим, вернее, скорее прикажем, поскольку это были обязательные обязательства развитым странам и ряду стран с переходной экономики снизить выбросы и посмотрим, что из этого получится. Как вы знаете, в глобальном масштабе выбросов не получилось ничего. Но накоплен ценный опыт проектов, всяческих программ, расчета выбросов. То есть опыт был накоплен большой. Проекты тоже в целом были успешны. Да, были проекты, конечно, скажем так, поддельные. Это я к чему? Что по статье 6.4 проекты будут Парижского соглашения. Наверное, в 2024 году они уже начнутся. Конечно, к каким-то проектам будут чрезвычайные претензии, вообще, может быть, потом выяснится, что это липовый проект. Да? Такое вполне может быть. Но в целом есть уверенность, что основной массив, 90-95%, это будут вполне хорошие, грамотные проекты. Но отсечь все иное, во многом это наша роль. Потому что, если мы помним, тоже урок Киотского протокола, именно общественность поднимала, прежде всего, очень громкий голос, чтобы тот или иной проект не пропустить или просто, чтобы потом эти единицы не нашли покупателей. После этого прошел очень долгий срок, прежде чем было заключено Парижское соглашение. К тому моменту не то чтобы как бы с выбросами накипело, они шли дальше, но накипело у более 100 слабых и уязвимых стран, которые уже начали испытывать на себе отрицательные изменения климата, причем очень существенные, сильные, и на это требовались деньги, безусловно. Поэтому было заключено Парижское соглашение, которое, так уж совсем цинично говоря, заключение про деньги, соглашение про деньги, про передачу денег, помощь финансовую от наиболее развитых стран, так называемых приложения 2, а желательно и всех остальных, поскольку, скажем, такие страны, как Китай, Сингапур, Южная Корея, да и Россия в это приложение не входят, а, безусловно, могут помогать так наиболее слабым и уязвимым странам. Под этими странами понимались все страны, считающиеся в КИКОН развивающиеся. Хотя, конечно, понятно, что ни Китаю, ни, скажем, Кувейту или Саудовской Аравии никто денег давать не будет. Это понятно. Но об этом мы поговорим. Я такой мостик перекидываю на то, о чем говорилось последние 2 недели в Шарм-эль-Шейхе. Но дальше Парижское соглашение буквально на флаге написало цель меньше 2 градусов стремиться к 1,5, но никак не создав никаких для этого ни условий, ни обязательств, ничего. То есть это просто надпись на флаге, не более того. И следующий шаг был сделан в Глазго. То есть надо было как-то шаг по выбросам-то сделать, где неофициально, но на уровне глав государств, всеми крупнейшими странами, было заявлено их планы, вернее, их срок достижения углеродной нейтральности. Что этому содействовало? Во-первых, количество научных данных, а главное их понимание людьми, принимающими решения, в большинстве этих крупных стран
вряд ли можно похвастаться и сказать всеми. Пришло к тому, что вот 4-5 градусов худшего сценария, возьмем 5-й доклад МГИК или 6-й доклад МГИК, это не имеет значения. Это чересчур. Это слишком плохо для их стран, для их бизнеса, для их территории. Пусть не прямо сейчас, а в будущем, но не самое отдаленное. А вот 2,5-3 как-то более-менее приемлемо. Да? Приемлемо. И вы можете открыть сайт климатического центра Росгидромета и сайт главной геофизической обсерватории. Кстати, именно сегодня, может быть, вчера вечером, там, наконец, появился полный текст 3-го оценочного доклада России. И полистав его, вы увидите, там есть 2 сценария: RCP 4,5 и RCP 8,5. Вот второе чересчур даже для России. Так, а вот первое, наверное, приемлемо. Если адаптируемся, значит, все будет неплохо. Так вот, а какие-то страны уже давали эти обещания, по следам других, чтобы просто выглядеть цивилизованно. Если Европейский Союз, а потом США, Япония, Китай, наверняка просчитав, так, даем обещание, 50-й, 60-й год, да, Южная Корея, Австралия, то остальным, пусть даже, может быть, не очень считали, Бразилия, Россия, Казахстан, а может быть и считали, или посмотрели хотя бы свои собственные доклады, да, взяли и открыли. Предположим, тоже к этому присоединились. Индия очень долго не хотела присоединяться, но потом все-таки сказала, что 2070 год, если им дадут $1 триллион. Индия, понятно почему. Огромное население, очень бедное население. И вот с этим багажом Глазго по выбросам и с этим багажом адаптации финансов из Парижа мы пришли к началу конференции, то есть в Египте. Так? Понятно, что акцент на Африку будет, поскольку всегда, где проводится конференция, на это акцент. Что Африке нужно? Деньги на адаптацию. Еще деньги на устранение того, уже понесенных потерь. Хоть как-то совладать с понесенными потерями, с понесенным ущербом и с ожидающимся неминуемым ущербом, неминуемыми потерями. И это определило то, что успешно было в Глазго, в Египте, и то, что неуспешно. Сначала найду неуспешного, потом успешного, чтобы сначала за упокой, потом уже за здравие, более оптимистично говорить. Вот, смотрите, только что всего 1 год, это очень мало для темпов. В Глазго были обещания. Призывы Генсека ООН к тому, чтобы пересмотреть цели, на это откликнулось где-то 30 стран, и только 1 крупный эмиттер, только Европейский Союз. Так? Это явно мало. И срок прошел слишком небольшой, и не наступило еще понимание, что нужно с 2,5-3, с вот этого пути сдвигаться на 2, хотя бы на 2. Не наступило, к сожалению. Есть, правда, и другая, скажем так, пока теория, предположение, что вообще, если оперировать обязательствами стран, то есть целями стран, NDC, то не получится ничего. Какие-то более передовые будут делать как лучше, какие-то будут плестись в хвосте и писать какие-то отписки, потому что через цели стран, через государство не получится. Надо идти по другому пути. Надо, чтобы были коллективные цели стран по секторам экономики, и дальше через бизнес-ассоциации, через бизнес, единый, в общем-то, во всех странах, так? Только в этот бизнес понимается и сельское хозяйство тоже. То есть это тоже подчеркиваю, что это терять нельзя. Подчеркиваю, причем именно сейчас, именно в Шарм-эль-Шейхе. Так, то есть в корне перестроить не получается NDC, не выходит. Давайте будут от стран, соответственно, потребовать или порекомендовать, чтобы по секторам у них в NDC обязательно было. К этому есть позитивные сигналы. Китай подготовил планы по секторам и даже руководство для своего бизнеса по секторам. Китайский павильон, удалось его посетить, да, все, наверное, там были, они очень этим гордятся, но, правда, на попытку рассказать было сказано, что все на китайском, которым я, естественно, не владею. Но планы, как говорят люди, владеющие китайским, совершенно реальные, совершенно разумные, даже руководство. Другой стимулирующий фактор – ИКАО.
гражданская авиация и морская, международная морская организация явно идут к тому, пусть не быстро, но ввести секторные нормы, причем довольно, так сказать, обязательные, достаточно жесткие. Так? То есть вот это секторный подход. Ну, почему бы и нет? Не думаю, что это будет быстро. То есть, во всяком случае, в Глазго была образована так называемый Mitigation Work Program, MWP. Насколько я понимаю, я еще не все посмотрел именно по этому направлению. В Египте, в общем-то, программу сверстали, но это программа разговоров, не более того, не исключающих постепенного движения к секторальным целям. Если попытаться по этому треку пройти дальше, то подведение итогов по выбросам, прежде всего, будет на следующей конференции сторон. Но, думаю, там, конечно, громко будет заявлено, что глобальных усилий недостаточно, указывать пальцем на кого-либо нельзя, это не будет сделано. А дальше, думаю, что не будет ничего. То есть усилий президентства Арабских Эмиратов не хватит. А вот 2024 год, когда наверняка, почти наверняка, конференция будет в одной из стран Евросоюза, может быть, Польши в 4-й раз, не исключено. Вот там, я думаю, пойдет атака на перестройку, на усиление национальных целей очень существенно. Что Евросоюз уже такой шаг сделан, будет требовать от остальных того же самого. То есть через 2 года. А 2 года будут к этому готовиться. Соответственно, все должны быть к этому готовы, полагаю, так? Но параллельно наверняка пойдет и секторная работа, и те общения с бизнесом, которые было у меня вот на прошлой неделе, да и на этой неделе, говорят, что они очень серьезно и внимательно на это смотрят. И заклятых конкурентов по-своему любят, в едином порыве, стараясь эти цели как-то так... Да, кстати, это, прежде всего, не энергетики, нет. Торговля нефтью – это такое особое чудо, которое лучше не касаться. Но, во всяком случае, об этом речь не идет. А вот такие сектора, сейчас скажу, какие цемент, сталь, дорожный транспорт, грубо говоря, автомобили, да, сельское хозяйство вполне реально продвинуть вперед. Ну, металлургия, естественно, цветная и черная тоже. Это что касается выбросов. Теперь давайте пойдем по такому траку, как финансы. Так? И очень хорошо, и это всеми подчеркивалось, что в Шарм-эль-Шейхе удалось по максимуму сделать, по максимальному варианту продвинуть потерь и ущерб. Немножко поясню, чем это отличается от адаптации. И еще год назад ведь развитые страны, прежде всего США, говорили, нет, давайте все в адаптацию. Ну, адаптация – это адаптация. Но, знаете, адаптация – это то, к чему можно приспособиться. И то, что в большинстве случаев можно застраховать, можно привлечь частный бизнес к этому. А если потери неизбежны, никакой частный бизнес не привлечешь. Так? Другое дело, что многие СМИ сейчас написали, создан фонд компенсации. Да? Ну, это легче всего объяснить людям, что такое создано. Так вот, это не фонд компенсации. Слово «компенсации», как и фонд, как слово «liability», категорически отвергалось и сейчас отвергается разными странами. То компенсация что такое? Значит, если понесены потери, то, исходя из суммы потерь, я должен сколько-то компенсировать. То ли 50%, то ли 10%, а настаивать будут вообще на 100%. И liability – это ответственность. То есть из-за меня состав атмосферы изменился, поэтому я несу ответственность за эти потери. Вот этого напрочь нету. Ни того, ни другого слова ни разу. Слышите меня нормально или какие-то проблемы? Алло, Андрей. Все нормально. Кто-то вмешался? Да. Да, нет, все в порядке, хорошо. Так вот, этих слов нет, так не будет. Это скорее фонд МЧС. Министерство чрезвычайных ситуаций. Вот в России что она делает? Людям помогает, вывезет откуда-нибудь, даст минимальную еду, какую-нибудь одежду еще снабдит, да? Может быть, поможет получить какие-то средства для того, чтобы жить на... То есть, грубо говоря, переселит, да? Но никак не вернет их к былому благополучию. Никак не вернет их в точности на то же место, где они жили. Вот это надо понимать, что да, это не адаптация, но это не компенсация и не ответственность. Но это все равно огромный шаг вперед. Значит, что этому способствовало, что изменилось? Ну, во-первых, единая позиция группы 77 Китая. Ее, к сожалению, в Глазго не было. Слишком много там тянули одеяло на себя, те или иные страны развивающиеся. Сейчас, наконец, все-таки они единым строем выступили. И второе – это позиция США. Они категорически отвергали
фонд. Теперь они согласились, правда, со множественными оговорками, что нужно будет привлечь частный бизнес. Возможно ли это? Ну, на коммерческой основе, конечно, нельзя, потому что помощь пострадавшим не может быть коммерческой. А вот на донорской можно. А если мы видим, что немало людей жертвуют и деньги, и одежду, и еду, так, продукты на помощь беженцам, в разных странах это есть по-своему, так, то, наверное, это действительно может быть, это же идет, да? Чем хуже климатические беженцы, пострадавшие от наводнения в Пакистане? Да ничем. То есть это фонд, значит, организован переходный комитет. Сейчас пойдет масса работы, прежде всего выкручивание рук между странами, кто члены переходного комитета. Там это первая, так сказать, драка за места, за кресла и прочее, прочее. Через год фонд должен заработать. Это задача следующей конференции сторон. Ну и там же, надеюсь, будет объявлено о донорском вложении средств в этот фонд. Конечно, это все в рамках тех самых 100 миллиардов долларов, о которых идет речь, но это уже целевое направление средств. Что касается других средств, то здесь, пожалуй, никакого прогресса ведь не достигнуто в Египте. То есть, если раньше говорили, надо увеличить грантовые адаптационные средства, назывались какие-то параметры этого, 2 раза, в 3 раза, то здесь я этого не нашел. То есть это говорилось, но так и не попало в итоговые документы под предлогом или по причине того, скорее под предлогом, что через 2 года нужно принять новую коллективную цель по финансам. Так? N чего-то. Новая численная глобальная цель, как-то так, да? Это есть такой документ. И действительно, в течение 2 лет надо пытаться как-то сформулировать, что-то такое делать. Пока же 100 миллиардов долларов взяты как ориентир. Многократно об этом говорится в документах, принятых решениях. Но забавно, ни разу не говорится, сколько сейчас. Да? В то время как финансовый комитет, Standing Committee of Finance, представил обстоятельный доклад о том, сколько сейчас, как чего и кто. Но об этом не говорится. Потому что способ подсчета по-прежнему оспаривается рядом стран. Да? Примерно там 83-85 миллиардов. Они состоят из того, что примерно по 40% двусторонние агентства помощи и банки. Оставшиеся 15% – это частные средства, и 5% – это многосторонние всякие международные банки, типа организации типа Зеленого климатического фонда. Так вот, конечно, сколько выделяют двусторонние агентства, это, в общем, понятно. Сложно оспаривать. Хотя ряд стран оспаривает и это, говоря, что это не новые средства, а 100 тысяч новых средств нужно. Сколько дают банки – то же самое. Проблемы новые или не новые. А сколько дают частные, то есть ведь там не слово дают, а слово мобилизуют. Так вот эти инвестиции, они мобилизованы правительством Японии, например, или они просто так упали? Их надо считать или не надо? Именно поэтому, ввиду этих разногласий, цифра не попала никуда, но она есть. Состав примерно понятен, направленность тоже примерно понятен. И, так сказать, то, что банки развития будут увеличивать количество грантов, это главное, что требуется. Потому что двусторонние агентства помощи, будь то Евроэйд, USAID и другие, они, в общем, и грантов там немало, и на адаптацию немало. Но вот такой тренд, конечно, он будет. Говоря о финансах, надо затронуть, что, конечно, не раз поднимался вопрос с развитыми странами, что вообще-то не только страны приложения ДАВА должны выделять средства, а, скажем, уже ставшие очень богатыми и сильными развивающиеся страны. Южная Корея выделяет. Сингапур и Саудовская Аравия, говорят, тоже выделяют, естественно, своим друзьям. Но все страны выделяют своим друзьям. Даже Россия выделяет чуть-чуть, но тоже по принципу личной дружбы, это же понятно, да? А вот тут наиболее интересен ответ Китая. Китай официально заявил на переговорах, помогать будем, но кэша не дадим. То есть no cash. Сразу возникла масса теоретических построений, и в недрах ВВФ в том числе. И, например, такой пример. В некой африканской стране X китайская компания строит, может быть, азиатской стране Каскад ГЭС, который строит китайская компания силами привезенных китайских рабочих. Потом этим владеет китайская компания,
А работают там китайские рабочие, более того, даже неквалифицированные китайские рабочие, которые рыли водохранилища и всякие каналы, они остались там жить. И почему этой африканской стране X такой цена и не нравится, да? Но почему-то не всегда нравится. Наверное, легко понять, почему. Вот. Но, тем не менее, сказать, что это помощь, безусловно, помощь. Адаптация, безусловно, еще и снижение выбросов. Вместо угля будет энергия ГЭС. Так? Так, что еще? Ну, наверное, про финансы все. Я думаю, что дальше на следующих конференциях какого-то, так сказать, кардинального продвижения не будет. Будет вот просто действительно будет догоняться до 100, будет образовываться фонд и прочее, прочее. Так, теперь несколько слов буквально про вот этот вот спор, скажем так, фейз-аут, фейз-даун, снижение или уход от угля или от всех видов ископаемого топлива. Ну, сложно было ожидать большего. И не потому, что там позиция Саудовской Аравии, Китая или России, а просто только что собиралась двадцатка. Они приняли вот эту формулу. Ну и как, если их руководство на уровне президентов приняло такую формулу, сейчас им принять иначе? Да, хорошо, что Индия и 80 других стран выступили за усиление, но это было почти безнадежно. Они выступали до коммюнике двадцатки, а вот после коммюнике двадцатки это уже почти было сложно. То есть сигнал, в общем-то, на более быстрый уход от всего ископаемого топлива не подан, да? Но подан сигнал природный, да? Вернулся термин Nature-Based Solution, вернулся, прекратили сопротивляться те или иные развивающиеся страны, которые, как по словам Боливии, не дадим коммерчески продать родную природу за единицы снижения выбросов и так далее, и так далее. Вот они выступали прежде всего против. Тренд этот есть на помощь природно-сельскохозяйственный, я бы сказал, тренд. Это будет приоритет финансовых организаций, сигнал подан. Ну и в заключении вот этого всего про атомную энергетику. Между строк в ковер-документе, в главном решении, там, где энергия, можно прочесть, что там низкоэмиссионные и возобновляемые источники энергии. Между строк читая, это атомная энергия, конечно, прежде всего. И некоторые люди из России говорят, вот мы этого добились. Ну да, добились, ну и что? Знаете, в чем принципиальная разница? Если что-то добиться по углю, или что-то добиться по сельскому хозяйству и даже по природным решениям. Это сигнал для финансовых институтов, инвесторов, между прочим, даже частных. А АЭС не питается частными инвесторами и финансовыми институтами. Оно питается политическими решениями, государственными деньгами. Поэтому тут понятие сигнал просто неприменим. Ну, записали, ну, вернее, неявно записали, ну и ладно, ну и чего. Тут вот характерно то, что если в китайский павильон прийти было, там макеты очень хорошо сделаны, солнечных, ветровых. А попробуйте, вот мы делали эксперимент, даже не только я, спросите их про атомную энергию. Что получается? У них же большие планы. А они отводят в сторону и как будто не поняли, по-китайски и по-английски объясняют, какие у них прекрасные солнечные ветровые станции. То есть они понимают, ну не место здесь это выпячивать. К сожалению, понимают не все, но, надо сказать, это вряд ли сильно вредит. Ну и теперь второй слайд, на котором я не собирался особенно и останавливаться, является ли Россия действительно поглотителем СО2 из атмосферы. Вот очень пространные фразы говорил на так называемом российском мероприятии господин Мельниченко. Мало кто там был, да мало, ну, когда он говорил, да, прессы тем более, да мало кто понял, о чем вообще он говорил. И сложилось впечатление, что он какую-то ерунду говорит и пытается что-то подтасовать. И вообще Россия пытается что-то подтасовать, и сделать какой-то трюк и объявить, что она углеродно-нейтральная была уже вчера. Да? А он говорил, что это вы, ребята, занимаетесь 6% выбросов, а надо заниматься 94%. Вот что это такое? Вот это картинка из 6-го оценочного доклада. Я указал и страницу, и номер рисунка. У кого есть время, хорошая картинка, очень интересная. Так вот, общий поток природный, где-то действительно 96% от общего, а антропогенный, тут фиолетовые стрелки, это всего 6%. И он говорил, вы обратите внимание на весь круговорот. Вот если бы говорил академик, биолог, химик,
естественных наук представитель, было очень понятно. Он хочет денег на науку. Вот карбоновые полигоны, по большому счету, российские, и призваны вот этот плюс-минус, который тут есть, многочисленный, уменьшить, уточнить, потому что понятно, что тут плюс-минус километр. Так? Наземные экосистемы поглощают антропогенного СО2 3,4 плюс-минус 0,9, да? Ну, неких единиц в пересчете на углерод. Но дальше смотрите, какая цепочка рассуждений, которая, собственно, господин Ильиченко не привел, да и сложно было привести, потому что надо методично и четко говорить про науку. Вот общий поток, я скажу очень кратко. Вот в том обзоре я специально написал приложение, где можно об этом говорить говорится очень подробно. Обзор состояния переговоров, он почти готов. В понедельник, думаю, вы его получите. Просто отлаживать еще надо многое. Это где-то 20 миллиардов тонн СО2 в год. Миллиардов тонн. И давайте представим, вот наши леса, конечно, растут гораздо медленнее тропических. Ну, хоть 10-15% это наши, наверное, из этого потока. Логично, да? Ну, наверняка карбоновые полигоны это покажут. Ну, научные статьи говорят, ну, что-то, да, плюс-минус такое. Так берем серединку, 12,5%, и что получаем? Те 2,5 миллиарда, о которых говорила Виктория, как она, Абрамченко. Может быть, она не очень понимала даже, о чем говорит, но она же говорила. Да, 2,5 миллиарда. Сравниваем это с потоком от выбросов в атмосферу нашей экономики, это где-то 2,3. Получается вывод, да, Россия сейчас нетто-поглотитель СО2 из атмосферы. Если смотреть общий поток с территории. Только надо не забывать, что в будущем Россия наверняка потеряет эту роль. Просто потому, что неизбежен сильный рост потока из мерзлоты. Вот и в 6-м докладе, а на базе 6-го доклада сделан очень краткий и очень наглядный доклад Международной биосферной инициативы. Туда входят научные организации, ВВФ входит туда тоже. У них был специальный павильон. Доклад отличный, очень наглядный, из которого понятно, что уже в 10 раз этот поток вырастет точно к концу века. Это, ну никак. Сейчас, кстати, этот поток примерно равен всем выбросам Японии, а будет равен примерно всем нынешним выбросам США. Тоже ориентировочно 5 миллиардов тонн СО2, так, эквивалента. Ну, предположим, половина канадская, американская, половина наша. Что получается? Те же 2,5. То есть все, эти 2,5 тю-тю. Так? Ну и, конечно, понятно, никакие эти 2,5 или больше, или меньше никак нельзя монетизировать. Даже в рейтингах выиграть этим нельзя, потому что рейтинги оценивают реальные действия. Ну, тот же Climate Change Performance Index или любой другой. Реальные действия, а не просто заслуга территории. То есть этим можно гордиться как размером территории, но не более того. Так? Даже имидж усилить этим нельзя. Как вряд ли можно усилить имидж страны, просто сказав, что Россия вот такого размера, Казахстан вот такого очень большого, очень хорошего размера. Ну и что скажут? Спасибо, ребята. Да? То есть вот такая ситуация. Ну а в целом вот очень такая мне картинка нравится. Ситуация сложная, но решение есть. Надо сказать, этот дом все-таки тракторами, тросом отволокли назад. Это остров Виза в Арктике. Спасибо.